В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Социальная реабилитация участников СВО – это комплекс мер, включающий медицинскую реабилитацию, психологическую помощь, трудоустройство, обучение и юридическую поддержку для адаптации к мирной жизни. Каковы же меры поддержки для данной категории населения? Об этом мы сегодня поговорим. Гостья у нас в студии Марина Герман, управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Саха. Марина Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о прохождении реабилитации участниками специальной военной операции. С 2025 года в социальном фонде была внедрена государственная услуга по предоставлению медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения именно в центрах реабилитации Социального фонда России. У Социального фонда их 12, и как раз-таки эта мера поддержки, государственная услуга, направлена на ветеранов боевых действий, которые уже прекратили взаимоотношения с Министерством обороны, то есть они являются демобилизованными и уволенными из рядов Министерства обороны. А вот как часто можно проходить лечение в центрах реабилитации? Вообще про центры реабилитации вкратце расскажу. Их у нас 12, они расположены, начиная с Сибирского федерального округа, и основными 6 базовыми центрами реабилитации для нас, для Республики Саха-Якутия, определены это Тараскуль, Тюменская область, Ключи в Томской области, Омский в Омской, Кристалл, Краснодарский край, Туманный, Республика Хакасия, и Топаз в Кемеровской области. Помимо этого еще у нас в Астраханской области, Московской, Владимирской области, Волгоградской области, Кировской и в Саратовской областях расположены эти центры реабилитации. Для каждого направления медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения определены сроки. Например, если мы разберем медицинская реабилитация, то медицинскую реабилитацию можно проходить неоднократно в течение текущего года. А санаторно-курортное лечение предоставляется 1 раз в год и со сроком не более 21 день. При этом надо сказать, отметить, что правом на первоочередное предоставление, то есть вне очереди, предоставляется нашим героям России и ребятам, которые получили инвалидность 1 группы. А вот что-то, возможно, изменилось в текущем году в вопросах организации проезда и санаторно-курортного лечения? Да, произошли существенные изменения по сравнению с 2025 годом. Если в 2025 году ребята направлялись на санаторно-курортное лечение, как раз-таки касающихся сопровождения, то сопровождающим не оплачивался проезд и не принимались сопровождающие, кроме как ребята, которые имели инвалидность 1 группы. И проезд они должны были оплатить сначала самостоятельно, а потом уже обратиться за возмещением. В 2026 году произошли колоссальные изменения, которые вот как раз-таки по просьбам ребят. И теперь проезд выдается, проездные талоны выдаются отделением социального фонда. И в том числе можно поехать на медицинскую реабилитацию и на санаторно-курортное лечение с сопровождающим, оплата которого также происходит за счет проездных талонов отделения социального фонда. Вкратце остановлюсь на требованиях по медицинской реабилитации. Как раз-таки вот нуждаемость в сопровождении должна прописана быть в медицинских документах. То есть медицинское заключение дается, да, что требуется военнослужащему, уже демобилизованному участнику специальной военной операции, и ему полагается сопровождение. Ну а если санаторно-курортное лечение, то здесь однозначно только сопровождение с 1 группой. Поэтому ребята, которые имеют 2 группу, 3 группу инвалидности, вот как раз-таки это возможность поехать со своими близкими, родными в качестве сопровождающего, да, их с собой взять можно и, конечно же, пройти лечение. Положительные изменения, действительно. А вот как подать заявление на прохождение лечения в центрах? Заявление подается, прежде всего, раз это государственная услуга, то она подается через портал государственных услуг. Эта возможность имеется. Заявление установленной формы заполняется.
И важно еще раз помнить, что либо указывается медицинская реабилитация, либо санаторно-курортное лечение. Кроме этого, у нас есть возможность в клиентской службе, во всех клиентских службах по нашей республике, да, подать, и также в МФЦ можно подать заявление. Кроме заявления, также требуется установленного образца справка с медицинской организацией. Если это санаторно-курортное лечение, то там требуется приложить справку 070У, и помимо справки еще нужно будет с собой увезти в центр реабилитации вот с момента начала прохождения санаторно-курортного лечения санаторно-курортная карта. Если это медицинская реабилитация, то, как я уже говорила, да, что это должен быть медицинский документ, заключение, есть установленного образца 050У, но помимо этого еще может быть иной документ, в котором врачебная медицинская комиссия уже, да, нашего гражданского лечебного заведения дает заключение, что требуется сопровождение и направляется на медицинскую реабилитацию. Сроки на медицинскую реабилитацию очень разные, они могут варьироваться 5-10 дней. И еще раз повторюсь, что в течение года медицинская реабилитация может быть неоднократной. Угу. Ну вот помимо вот таких медицинских справок, давайте озвучим, какие еще документы нужны, чтобы воспользоваться услугой. Заявление требуется, справка от лечащего врача. Если медицинская реабилитация, то это медицинское заключение, что он нуждается в реабилитации. И если требуется сопровождающий, то вписывается, что с сопровождением. Если это санаторно-курортное лечение, то это справка 070У, и дополнительно еще должна быть оформлена санаторно-курортная карта. Угу. Эти все документы можно донести в клиентскую службу, то есть можно заявление через портал государственных услуг, можно либо прикрепить справку, да, либо принести, донести в качестве донесения документов. Эта услуга у нас возможна в клиентскую службу. Угу. А как быстро приходит ответ вот после подачи заявления? С момента получения заявления специалист обрабатывает полученное заявление через портал государственных услуг, и на второй день уже выносится решение и приходит уведомление через портал государственных услуг в личный кабинет, уведомление о том, что заявление рассмотрено и поставлено на учет. И незамедлительно, потому что мы сейчас очень активно ищем ребят, которые бы поехали на медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение, поэтому ждать не приходится, мы очень быстро рассматриваем. Кроме того, мы также предоставляем, когда решение будет положительно принято о том, что действительно, да, направится наш боец на реабилитацию или на санаторно-курортное лечение, выдаются еще при посещении клиентской службы проездные документы. То есть с этими проездными талонами идет в ближайшую кассу и приобретает там уже билеты, не затрачивая свои собственные денежные средства. Угу. То есть, получается, наши бойцы не особо активно пользуются, да, такой услугой? Ну, на сегодняшний день, да, пока еще не почувствовали, что есть такая возможность. И, пользуясь случаем, конечно же, сегодня мы рассказываем, разъясняем на всех своих площадках и говорим о том, что очень важно воспользоваться реабилитационными мероприятиями. Угу. Вот расскажите про обеспечение техническими средствами реабилитации. Ну, помимо того, что предоставляется услуга по санаторно-курортному лечению, по реабилитации, предоставляется также нашим бойцам, которые получили инвалидность, обеспечение техническими средствами реабилитации. Они очень разнообразные, существует федеральный перечень этих технических средств реабилитации. И следует отметить, что ветеран боевых действий, участник специальной военной операции, который получил инвалидность, у нас в проактивном формате с момента получения информации о том, что инвалидность установлена, мы в проактивном формате осуществляем такое оформление, как в виде получения технического средства реабилитации путем электронного сертификата.
этим электронным сертификатом можно воспользоваться и приобрести на свой, скажем, вкус, да, выбор уже те технические средства реабилитации, которые записаны в индивидуальной программе реабилитации. Но помимо этого есть еще так называемое натуральное обеспечение. Это когда отделение заключает государственный контракт на обеспечение техническими средствами реабилитации, и уже при заключении контракта мы выдаем те же технические средства, которые были вписаны в индивидуальную программу реабилитации. А вот какие выплаты предоставляются участникам специальной военной операции вот, от отделения? Что касается мер социальной поддержки, да, помимо тех, что я уже перечислила, это, конечно же, с момента статуса, да, получения статуса участник специальной военной операции при заключении контракта, да, и вот мобилизованы у нас все ребята с момента выдачи удостоверения ветерана боевых действий, то есть даже находясь еще, будучи в правоотношениях с Министерством обороны, уже получают ЕДВ, ежемесячную денежную выплату. Она составляет около 5000, 4800 рублей. И вот в этой части также находится часть тех денежных средств, которые составляют набор социальных услуг. В набор социальных услуг входят 3 вида составляющих. Это лекарственное обеспечение, проезд к месту лечения и обратно и санаторно-курортное лечение. То есть, по сути дела, у ветерана боевых действий на данный момент есть право выбора либо по набору социальных услуг получать санаторно-курортное лечение, но мы вот новую услугу, которая с 2025 года внедрена в отделении, ну вообще в социальном фонде, стараемся ее предлагать, потому что она более быстрая, не связанная с набором социальных услуг. Помимо ЕДВ у нас также, если ребята получили инвалидность в проактивном формате, назначается государственная пенсия по инвалидности. Вот. Ну и когда уже подходит, скажем так, страховой стаж по назначению пенсии, конечно же, назначается вторая пенсия, страховая пенсия по старости. А какие меры имеются поддержки вот для семей участников СВО? Значит, для семей военнослужащих, ну, в первую очередь хотелось бы отметить единовременное пособие беременной жене военнослужащего, у которой срок беременности не менее 180 дней, там порядка 45 тысяч рублей плюс районный коэффициент. Также, если есть дети у военнослужащего, участника специальной военной операции, до 3 лет, то также им оказываются дополнительные меры по выплате ежемесячных пособий на ребенка до 3 лет. Там порядка 19 тысяч рублей ежемесячно получает семья. Если прям очень коротко, вот где можно получить дополнительную информацию о мерах поддержки СВО? Вся информация располагается у нас, да, размещена в наших телеграм-чатах, в МАКСе, отделение социального фонда, либо социальный фонд. Вся информация также имеется и на сайте Социального фонда России, ну и в том числе наш единый контакт-центр, это 8 800 100 0001. На все вопросы наши коллеги, специалисты будут готовы ответить. Ну что ж, Марина Евгеньевна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». До встречи в эфире.